было вот это то, что мы нашу серию, собственно, делаем основную, что народ праведника у людей даже не было вопроса спасать вот этих иноверных своих сограждан и земляков, которые хотят убить только за то, что они родились, и хотя положение вот этого белоруса, оно было не намного лучше, чем преследуемого еврея, можешь ему сейчас помочь, помоги. И такого в других местах не наблюдалось. И как-то себя сегодня наши белорусы чувствуют вот с этих, так сказать, с элиток, да, как-то неудобно, что-то не как у людей. Кругом были коллаборационисты, кругом можно посидеть, пальцем так в воздухе покрутить. Но всякие были аспекты у советской власти. Давай скажем, что и у нас так было. Можно еще сказать. Среди часто населения было определенное время. Шло такой вопрос, что были хорошие партизаны и были плохие партизаны. То есть плохие партизаны, это не то, что они там опорякались от немцев, только чтобы свою жизнь спасти, и грабили население. Так вот, я для этих целей специально написал повесть, значит, «Капкан на диких охотников», которая вышла уже в печати. Я написал о том, как был задуман план дискредитации партизанского движения. Вопрос такой, значит, был опробован сначала у поляков, потом решили массово использовать в Беларуси. Значит, создавались так званые ягод-команды. Это специальный перевод охотничьей команды. Ягод-команда состояла как минимум из 5 человек, но более такие сильные ягод-команды 15 человек, где обязательно были 2 немца, поляк, а то, если большой, то больше поляков, и часть старались найти, значит, или из Западной Белоруссии, или из Западной Украины, но большинство Западной Украины. И вот эти ягод-команды, они занимались чем? Они дискредитацией партизанского движения. Они проходили в деревню. Действительно, эти, на которых, значит, говорили, как бы русскоговорящие или белорусскоговорящие, они разговаривали и тут же грабили. И избивали даже людей. Отдай, вот мне нужно столько вот полушубок, нужно мне от холода прятаться. Хотя им не надо, они хорошо обеспечивались. Отдай последний кусок там какой-нибудь, если запрятано сало или картошки. Нас же грабили все и показывали всем овле, что вот какие мы партизаны, что против партизанского движения. Это была одна из задач. Вторая задача ягод-команд – выслеживать связных и, значит, и одновременно или малые партизанские отряды. Большие отряды, они не вступали. У них был радист, обязательно был радист. Один был снайпер. Они делали так. Вот выслеживали, идет связной. Они уточняли, проходили в деревню, да, как партизаны, как нам связаться с партизанами. То у нас вот знаем вот этот вот товарищ. Они проходят, мы вот, понимаешь, отбились, наша группа разбили нас, и вот мы остались. Где, как нам? Он ведет, допустим. Они знают, что их могут раскрыть. Они доходят его до леса, и там же в лесу убивают. Убивают и хоронят. Так хоронят, чтобы не было видно могилы. Потом приходит, значит, другой там и так далее. Вот это была цель уничтожения связных, уничтожения, значит, подрывников малыми группами. То есть у них не было задачи как бы вот найти, где партизаны находятся, а именно уничтожать связных, как вот как бы такой важный кадр партизанского движения. Вот две задачи. Разгром этих, вернее, уничтожение этих связных и малых этих, как бы... То есть стоял фронт задач. Дискредитация партизан, уничтожение связных. Вот. И эти ягод-команды. И об этом мало чего говорилось. Я об этом начал изучать этот вопрос, и я написал «Капкан на диких охотников». Значит, как раз события, которые как раз вот здесь, в наших аршанских территории, которая разведка, наша контрразведка узнала об этих вопросах, вернее, не узнала, она, значит, засылала свои группы РГД,
РДГ, вернее, разведывательно-диверсионные группы. Эти группы, 75% этих групп были уничтожены. Уничтожались, нарушена была связь. Москва задумалась, что же такое происходит. Выслали специальную команду, группу, которая должна была найти причину. Вот они нарвались на одну такую группу ягод-команд. В результате того, ягод-команд. Вот эту ягод-команд, они, значит, через нее они нашли вот это вот объяснение, что массовая, значит, подготовка ягод-команд в районе Борисова. Там готовится была школа Абвер-школа, а недалеко была школа подготовки ягод-команд. Хотя часть уже была подготовлена на польской территории. И вот в результате этого была дана потом через партизанский штаб, и через нашим определенным вот такой вопрос, что будь осторожными. Вот это нужно встретиться не только опасность явно немецкая, а вот эти ягод-команды. Вот такая история я постарался раскрыть, чтобы в конце концов вот этих у многих сложилось мнение, что действительно там очень уж было рассоено партизанские отряды, кто, значит, по-настоящему, а кто такие вот как бы псевдокоманды, псевдопартизанские отряды. Я вот именно задача моя была и рассказать об этом. Потому что я еще раз подчеркиваю, потому что многие даже уже... Очень важный аспект вообще нигде практически не упоминается. Да, а вот многие пробуют в своих произведениях где-то такое опираться на этом, вот показать. Даже Светлана Алексеевич, лауреат Нобелевской премии. Это известно. Кому дают Нобелевскую премию, кто на русском языке пишет, мы знаем. Да, вот они сказать, что это, вроде это было чуть ли не какое-то повстанческое движение. Это никакого не было. А вот эта дискредитация действительно была. Вот это вот самая главная задача. И все это... На русском языке Нобелевскую премию по литературе дают как военную награду, как боевую награду за антисоветскую, за русофобскую деятельность. Чем больше навороти и получишь награду. Вот Коповская новелла и «Капкан на тихих охотников» – это место действия вот как раз Яковлевская, значит, Коповская, значит, это такое, значит, местность. Почему? Ведь мало кто об этом знает, что именно это была единая, как говорится, группировка наша, если так сказать, это подпольно-партизанская группировка. Там, значит, интересно то, что был партизанский отряд в это время действовал там. И партизанский отряд, интересный, нашего, как бы, знаменитого народного писателя Василия Быкова тоже отряд был, командовал Василий Васильевич Быков. Если у нас писатель Василий Владимирович Быков, то Василий Васильевич Быков. Ну, это одно фамильца просто. Но, однако, вот он очень много дел, значит, участвовал в этих самых, в таких смешанных вот таких операциях с подпольщиками, этот отряд. Но, к сожалению, насколько мне стало известно, он впоследствии попал в засаду, этот отряд, он немногочисленный был, и был разгромлен. Однако вот Копское подполье, значит, вот эти партизанщина у нас, связанная с этими, с нашей местностью, она была широко, значит, шла, как говорится, ну, широко развита, или широко была, это имело свои последствия очень большие. Здесь такая дорога, как вот мы знаем сегодня, Могилев-Орша есть, она очень часто переходила почти под полный контроль партизан. Да, важно сохранять историческую правду. Мы это с Божьей помощью будем делать. Да.